нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Долгая дорога вела к победе. Много памятников по обочине этой дороги. Много музеев, памятников скорби и радости. Но вот такого музея вы, пожалуй, не видели нигде. Это даже не музей, это сама жизнь. Давайте сделаем один только шаг во времени. Иногда сама одна сижу так и вспоминаю вот в этом доме, как жили, как братья старшие работали в колхозе, как отец работал. Все вспоминала и плакаю. Старший брат Ксенофон Федорович уезжал в армию в 1942 году, а умер в Сталинградской обороне в ноябре 1942 умер. Отсюда началась до четвертой братья всегда черные письма, черные. Ой, мама, сколько плакала, я тоже с ним сколько ревала, совсем не могу даже говорить. Говорить мне трудно. И все-таки вот вы сохранили все то, что было при жизни ваших братьев, да, в домике Да, в этом? ага. Больше ничего нет от них у меня. Вот карточки маленькие были, вот это вторично фотографировали, поэтому эти большие как будто живые сидят. Sabeskay sirgeyner sibeki berdin kurduk ke qallan mikwen hüger kemens könükler törabet sayırlığın hatın çarangın ustun otağı seritten olatan niher kelbek ağa sastarın Kerdağı kiren ketit ayan solugar kiye keter Orangas joruatin ingirem kettiminen argatan doydu tugar oletiyen keler. Из этих красивейших мест по этой дороге уходили в далеком 41-м усялданские защитники. Наверное, надо быть очень сильным духом, чтобы первыми откликнуться на призыв Родины. Хоть и тяжело было оставлять своих родных и близких, но была вера, что совсем скоро они с победой вернутся в родные места, прижмут к себе матерей, отцов, жен и детей. Но судьба, к сожалению, распоряжалась по-иному. 2187 человек уже мобилизованы были в армии, а из них не возвратились около 1300 человек. В Барагонском музее бережно хранится все то, что напоминает о страшных военных временах. Каждая фотография, каждый экспонат из семейных архивов – это своя история,
написанная из коротких весточек, не вернувшихся с фронта, из воспоминаний, оставшихся в живых. Это история, которую нельзя ни переделать, ни забыть. Война совсем очень даже страшно была. Сейчас никто не верит. Но во время войны мы были холод, голод, чуть не умирали. Я опухала же ведь. 10 дней опухала, лежала в кровати, люди нашли. Норма дают 100 грамм хлеба детям. 100 грамм хлеба. Больше нет, ничего нет. Положение тяжелое было. Та в колхозе, то, конечно, урожаи так немножко берут. За это такой голос останется, голос такой. Синичный. А только останешь. Ты 2-3 штуки ты найдешь и все судишь. Судит. Суд дает. А нельзя было. Вот никто не так не собирает. В годы войны мы не видели такого яркого солнечного дня, и нам казалось, что это угар войны. Без конца объявляли налог за налогом, поборы за поборами. Все шло для фронта. Люди весь скот свой забили и сдавали мясо, а самим оставались только шкуры. Эти шкуры варили и ели. Старик, 74 года, остался с 2 внуками-сиротами. Тяжело было ему видеть, как умирают дети от голода. Вот он и забил свою собственную кобылу, хотя было это и запрещено. Так кто-то и донес на него, и сразу же забрали его в тюрьму. Там он и умер. Таков был суровый закон военного времени. То утро, когда мы слышали, что сегодня День Победы, собиралась в школу идти. Я учительницей была в начальных классах. Прямо под радио утром сидела завтракать, да, перед школой. И слышу по радио: сегодня День Победы. Это, вы все знаете, что кто этот советское империю и так далее передавали. Вот. Такой хороший голос. Я прямо вскочила, пошла в школу. Школа там близко была. Приду в школу. Все учителя, средняя школа была, детей много было, учеников. Все радостные, все кричат, все вышли во двор школы. И кто как, кто с кем попало, целуются, кричат «Ура!», обнимаются. Потом сразу собрались и пошли в дом райсовета. Там у нас был двухэтажный деревянный дом. Вся деревня пошла туда. О победе мы услышали во время посевных работ. Взрослые с поля прибежали и сказали нам, детям, что наступила победа, что немцев побили. Все побросали работу и побежали в деревню. Сколько было радости, смеха и слез было достаточно. День Победы. Сегодня не учимся, праздник такой большой. Мы обратно пошли, свой тамтон. Встречаем здесь детей Тамторской школы, начальной школы. Парад такой они организовали прямо с барабанами и так далее.
Я в Западном фронтах был, освободил Керчь, Феодосию, дошел до Севастополя, и меня и другие много населенных пунктов были. И меня я ранен был на левом ноге, осколочное ранение. Меня подбросили в восток. В востоке служил Монголию. Монголию, вот потом был приказ Сталина напасть на этим японским империалистам. Там участвовал. Через Кинган прошли, 1000 километров прошли, потом до Мугдена дошел, и потом разбил это японские командирские армию, потом домой собраться. Мечтали победать. Запады были, понимаете, когда участвовали, в фронтах были ребята русские, у меня друзья много были. Я одному полку, мы двое только якуты попали, и остальные все русские. У нас хвалили ребята русские, вместе с ними воевали. Мечтали разбить врага до конца, это гитлеровское. Как зло, понимаете, а каждому солдату было только победить врага. И вернуться домой с победой и гулять, и с собой Аллах, с собой дом, с собой семье, понимаете, так, и с собой отцов, матери, понимаете, так, и пить кумыс родной. И не предполагали, что не только будут на эссехе 45-го, но и станут участниками исторических кадров хроники. Etəlbəs qaryatanın ita cəsarət əlbəs bollar canına. O saaret əlbəs baxsalı kudduq olubur. Solomonun vatan varan arıga ñağayan etəlbəs bütün qaryatan ketəbit. Мы сжигали солому, а копоть смешивали с маслом и намазывали на свои торбоза, чтобы нарядно выглядеть. У кого-то были американские кули, и мы у них просили, чтобы шить себе платья, штаны, юбки. А из более чистых белых кулей мы делали платочки, красили в синьки и надевали. Так мы нарядились и пошли на эссех. Когда мы пришли, народу так было много, что не пробиться. Вход, видимо, был платный, но у нас не было денег, даже и 20 копеек. Поэтому мы, дети, смотрели, забравшись на изгородь, чтобы услышать хоть какие-то голоса. Вдруг услышали, что на центральном тюзельге фотографируют. Мы, дети, туда побежали и увидели там мужчину высокого роста. На плечах какая-то палка торчит. А это, оказывается, такие пиджаки с плечиками. А нам было так интересно, что за палка торчит. Это были такие серые пиджаки. А у него еще был аппарат какой-то странный, вот на 3 или на 4 ножках. И снимает он не с одного места, а все время бегает. И мы думали, что это фотограф, и хотели сфотографироваться, но нас все время не пускали. Мы за ним все бегали и бегали. Но потом мы узнали, что это было кино. По окончании весенних полевых работ, когда леса красуются в нарядах листвы, в долинах зацветают шелковистые травы, когда над якутской землей воцаряются белые июньские ночи, наступает пора эссеаха.
снимок я смотрю, и прямо вот сразу перед глазами появляются те дни, времена. Сразу вспоминаешь. Все герои нашего фильма имеют непосредственное отношение к историческим кадрам кинохроники, о которых напоминают эти стоп-кадры в музее. На месте торжества возводятся специальные сооружения, тюфельге. Поляна украшается молодыми березками. Изделия знатных якутских мастеров, посуда для кумыса чароны. Чтобы ярче блестел орнамент, чароны натирают маслом. В истории бывают такие моменты, когда два факта объединяются в одно большое и важное событие, в основе которого вера, надежда, любовь. Вся молодежь, я тогда была комсомолкой, и все собрались украшать место, где будет цирк. Салама называется у нас по-якутски, по-русски, нет, наверное, перевода или есть. Вот. Все украшали соломой. Все деревня, молодежь, все радостные, все с таким настроением, все шли, кто куда, где что назначают там делать. Игрушки называются так, туязок берестяной, и теленка тоже, в общем, из береста все делали. Вот это мы повесили, и тряпочкой всякой разной цветной украшали. Вот в это же время меня ровно сняли этот оператор из колхоза. Почему-то очень много лошадей собрали. Не из колхоза, по всему району, наверное, собрали. Такие украшенные все эти лошади были. Закончены последние сборы на праздник. По лесным и проселочным дорогам из далеких таежных наслегов Якутии потянулись живописные кавалькады. Красивые наряды женщин, богатые убранства коней вызывают гордость и восхищение народа. Так торжественно, все радостно. И был митинг, под трибуной сидели наши районные руководители и переехали из Якутска, наверное, секретарь обкома партии и так далее. И наш секретарь райкома партии, и председатель райсовета и так далее. И прямо портреты Сталина. Кто-то вместе, кто-то рисовал. Только очень даже похожий, с всеми орденами и так далее. Вот. И под этим портретом был митинг. Исаак открывается митингом, на котором подводятся итоги трудовых успехов. Собравшихся приветствует с праздником второй секретарь Якутского обкома партии товарищ Попов. Открывая традиционное кумысопитие, старейший колхозник Иван Иванович Говоров превозглашает здравицу. Люди солнечного мира, свободные якуты, пусть ударная работа ваша да вознаградится, пусть изгороди ваших конюшен да расширится, пусть богатство в хозяйстве да умножится, пусть здоровой вырастет наша молодежь.
Пели артисты Екатерина Захарова, Анастасия Лыткина. Исполнили отрывок из Олонхо. Аи Умсур Удаган объявила всенародную радость, победу над черными силами. В конце на богатырском коне в нарядном убранстве выехал Нюргун Батур, победитель. Это вызвало всеобщий восторг. Я училась в 5 классе. Наша репетиция собрали на цех. Сняли кино. Я стала маленькой актрисой. Пенится жирный кумыс хмельной и веселый. Кумысопитие в разгаре. Это счастливые и добрые лепешки кушали. Угу. Раньше лепешки не кушал уже 4 года. Мы гуляли, ходили по магазинам, полкам, купили конфеты всякие, и печенье, и взяли, и кушали там. А вот сам Иссык-то, как вам запомнился? Иссык Победы? Иссык Победы очень хорошо было. Спортивные игры были, очень много. Кылы, кобак, и капсалай тут, тогда и Британии палки притягивали. Кто победил, конечно, я сейчас не помню. И мы очень обрадовались туда. Потом некоторые ходят на концерт, а другие вот это спортивные игры. А в спорте-то кто победил, помните? Помню. Много было там участников, но заметил тех, которые вот победили. Национальный, например, это прыжки Кылы победил Дмитрий Куприянович Бочков. Как у него народное прозвище летящий, канатак Кылы, этот прыгун с крыльев. И там Дмитриев, ой, забыл, но длинный Дмитриев, там у него прозвище было, по станге, вот так. И Портнягин, старик такой мощный был, из этого Сослаканы, из Курбусаха победил по этой притягиванию палки. А второе место Чаранский Конников Гавриил. Вот так. Лучшие рекордсмены республики демонстрируют свои достижения. Цеха Победы мне было 10 с лишним лет. Некоторые детали я помню и сейчас. В цеха боролись мужчины, женщины. Выходит помериться силами любителей национальной борьбы. В борьбе Босикова Николая, Серетея и Литвинцева Николая и Сионерса, закрывая одеяло, навстречу пускали 2 человека.
И в этом борцы и сразу боролись, и победил Николай Босиков из Черептей. А ваш отец-то какое-то участие принимал в этом? В этом он борца задержал, я закрывал одеяло и пустил. Излюбленные зрелища, конские скачки. Победа приносит славу не только наезднику, но и колхозу, сумевшему вырастить быстрого скакуна. Вечером, вот с закатом солнца, началась скачка коней. Мы сидели на горе и смотрели, какой колхоз победит конь, лошадь. Но там не такие-то из юга сейчас кони бегают вид. А у нас были якутские коня. И бегали очень хорошо. Ну, там победили, конечно. Друг друга победил. Какой колхоз конь победил, я не помню. Ага. Мы очень хлопали руками, кричали. Ура, ура! Вот так. С Тамтора бегали до места цеха. В этом состязании наш молодой трехлетний жеребец Фемиса так победил. И это мне осталось навсегда. И похвалили дети этого лошадя, как вот, похожий на ворошиловскую лошадь. Поэтому Ворошилов, сказали, мы улыбались и бегали, сказали, Ворошилов победил. После обеда начался Асохай. Запевал знаменитый Устин Навсоров. Весь народ закружился в этом тысячеголосом хороводе. Такой радости и всеобщего торжества на скольких эсэхах я не была потом, не было. Сейчас все есть, еда, разные обряды, но радости такой я не вижу. Всю войну не было праздника, не было эсэха. И, конечно же, весть о том, что на одной из самых красивейших площадок района пройдет первый послевоенный эсэх Победы, разнеслась очень быстро. Юным его участникам одним было поручено украшать площадку, другим торжественно держать чироны с кумысом у портрета Сталина, а кому изображать публику. Весть уже пошла, что именно вот проводится эсэх. Вот. А почему именно здесь, на этом месте? Это года трудящие нашего Улуса района очень хорошо работали в тылу. Например, для животновода района 8 раз завоевали Красное Знамя обкома партии и Совета министров, победивший в социалистическом соревновании. 14 раз завоевали знамени, переходящие за первенство добычи рыбы. И 9 раз для сбора налогов. Таким образом, в суровые годы войны трудящего Салданского улуса
чем смогли, трудились для того, чтобы победить врага. Эта местность была красивая местность была. Вот. Прямо вот. Все это бугорков стоя, народ смотрит, как, например, идет скачка лошадей, например, как национальные игры идут. Все было интересно, просто словами не обрисовать. Уруй айхо! Айхан Мишель! Айхан Мишель! Уруй айхо! Люди с радостью ждут этого праздника. Это праздник для всех жителей нашей республики. Праздник пробуждения природы и рассвета природы. Праздник, который символизирует преемственность поколений. И он проводится на земле Усалданского улуса. И это дань всей республики усалданцев. И действительно, усалданская земля – это священная земля. Мы стоим здесь, самое святое место нашего района. И здесь этот памятник нашим воинам, участникам войны. У нас появилась идея нашему ветеранскому совету, что поставить памятник первому сыху победы 45 года. И выполнили достойную эту работу. Мы очень рады. Серге, священная коновязь, хранитель благополучия семьи, рода, символ быта и духовности всего якутского народа. Как память о радостном и великом событии Исыхи Победы 45-го благодарными потомками воздвигнут Серге. Уруй айхо! Айхан Мишель! Айхан Мишель! Уруй айхо! Айхан Мишель! Айхан Мишель! Ол көңіл дойдутан мен сахам сиреттен од бұрдық бұяңа қол көста қаластан тондарым толырда санар жуды жанотан емін мана әғірде қалып сақалыра бар оройу айғалым атырар әлбенім айғыстар орнана көмісті қалданым көмелін чағылам өзі бөлі елгелі секері боламын қатығы дойдуын күн жолын кәптивен көңіл сер кәқтивен әрігі мечелін от якутской земле, от колхозных полей, где хлеба расцвели, где стата всех тугней, от зеленых лесов, от моей земляков, нас народ трудовой шлет привет и поклон, передать просил он вам рой и айгал.